Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. И сегодня в выпуске я расскажу о самых интересных новостях и событиях из социальных сетей. Также расскажу о всаднике севера Дугуйдане Винокурове, который дошел до финиша своего масштабного путешествия на якутских лошадях. Давайте начнем. Тот самый человек, который стал очень популярным и известным после игр Дыгынов, а скорее всего не после игр, а после его выходки на играх Дыгына. Во время забега он, поддерживая друга, ринулся пробежать вместе с легкоатлетами. Это видео распространилось со скоростью света в народе, его прозвали Мегей Ботор, в переводе с якутского «создающий препятствие Ботор». Сам Сергей Семенов относится к этой ситуации с пониманием и юмором. Фотосессия в той самой легендарной майке. Сергей стал по-настоящему популярным. Якутяне сразу придумали о нем много различных мемов. Сергей сделал селфи с главой республики Айсеном Николаевым, а сейчас с Мегей Ботором хотят сотрудничать различные предприятия. И супер новость! В Якутии впервые появится своя анимационная студия международного уровня. Тундра Animation Studio – это детище моушн-дизайнера и арт-директора студии «Бункер» Александра Хлопкова. Якутянин работал с такими компаниями, как Universal, Disney, Netflix и Nickelodeon. Этой осенью вместе со своей командой он запустит работу анимационной студии «Тундра» в Якутске. Как рассказывает Александр Хлопков, студия будет делать упор больше на художественную анимацию. У нас очень амбициозные планы в будущем. Хочется развить сильную команду, сделать полнометражный мультфильм и с гордостью представлять Якутию на мировом рынке анимации. Но в Москве состоялся первый сольный концерт певицы Green Apelsin. Давайте посмотрим, как это было. 15 июля отгремел первый сольный концерт молодой певицы из Якутии Анжелы Жирковой. Расскажу немного из истории молодой певицы Green Apelsin из Якутска, с которой подписал контракт Sony Music Entertainment. В октябре она выпустила свой первый альбом «Северный ветер», а ее главный трек «Охота на лисицу» набрал более 1 миллиона прослушиваний в Spotify. Знакомьтесь, Анжела Жиркова, Green Apelsin. Якутская певица с чарующим голосом и автор невероятно поэтических песен. Ее голос называют русалочьим, а текста – бездонными. Анжела родилась в Якутске, но все детство провела у бабушки с дедушкой в поселке Белая гора в Абыйском Улусе. Именно бабушка научила ее читать, и 5-летняя девочка с удовольствием читала сказки, мотивы которых до сих пор звучат в ее голосе, в ее произведениях. Примерно тогда она впервые увидела северные танцы музыкальных коллективов, которые до сих пор ее завораживают и впечатляют. После получения школьного аттестата и окончания музыкальной школы она переехала во Владивосток и поступила в Приморский колледж искусств на факультет академического вокала. И вот в 16 лет она выложила кавер на песню «Что меня ждет» из мультфильма «Моана». Композицию заметил паблик Russian Singers и репостнул. И в один момент аудитория подписчиков у девушки резко возросла. Тогда она попробовала выкладывать наброски своих авторских песен, но особого интереса аудитории они так и не вызвали. Тогда свои песни она стала представлять публике позже. С появлением TikTok интерес был моментальным. Девушку заметил администратор Sony Music Entertainment и написал ее молодому человеку. Позже они уже подписали контракт. В городе Нюрба открыли городской пляж. Почти Геленджик, шутят пользователи социальных сетей. Искусственный водоем расположился на низине речки Нюрбинка. Здесь для отдыхающих установили лежанки и детские аттракционы. По словам мэра города Александра Иванова, это только начало. В следующем году вокруг водоема появится общественное пространство со своим фудкортом и зоной отдыха. В следующем видео прекрасно все: мощный водопад и Аймеконские горы. Видео сняла блогер Нина Слепцова. В описании ее профиля написано: «Якутия, никакой еды и селфи. Постарайтесь влюбиться в север». Я уверена, что еще не один раз буду делиться ее роликами. Они невероятно атмосферные и передают всю красоту нашей республики. Кстати, знаете, и вы тоже можете оставлять ссылки на завораживающие пейзажи нашей Якутии, ну или на интересных людей, о которых хотелось бы рассказать всей Якутии. Сделать это можно легко и просто. Просто зайти на YouTube-канал Якутия-24, найти в плейлистах News on Air и в комментариях поделитесь своими пожеланиями. Я обязательно посмотрю и покажу всей республике.
Милое видео, покорившее якутян, снова в эфире. Пятилетняя девочка с удовольствием помогает своей бабушке, моет посуду. «Я очень хочу работать», — говорит малышка. Да? Необычная рыбалка. Еще одну черепаху нашли в Верхневилюйском районе. В селе Балаганнах Верхневилюйского улуса житель вместо рыбы поймал черепаху. Как она здесь оказалась? Очень странно, говорит женщина за кадром. Это уже второй случай, когда вылавливают черепаху. Ранее в Намцах рыбак тоже удивлялся своему улову. На протяжении всего конного похода всадника севера Дугуйдана Винокурова мы в программе News on Air внимательно следили за его маршрутом и освещали. И вот, наконец, буквально на днях Дугуйдан Винокуров совместно со своим сыном Дарханом добрались до Москвы. Верхом на лошади они прошли более 11 тысяч километров, а это 17 регионов страны. А весь путь от Аймекона до Москвы занял 1 год и 4 месяца. Этого красавца зовут Хастах, в переводе с якутского «бровастый», а рядом Хонгор, кличка описывает светлый оттенок коня. Лошади аборигенной якутской породы. Именно они стали верными товарищами путешественников, и именно они доказали миру, что якутские лошади самые выносливые. Он не особо любит ласки. Пересекли проселочные дороги и федеральные трассы, шли в минус 50 и в жаркие плюс 35. В день проходили минимум от 50 километров. А это достижение всей республики, я считаю. И благодарен всем, кто мне помогал, кто меня поддерживал, кто верил в меня. Идея отправиться в конный тур пришла Дугуйдану в 2018 году. И, наконец, 5 марта 2021 года, получив благословение отца, он отправился в путь. Я подхожу к отцу и говорю: дай мне лошадей. Он говорит: ты возьмешь Хастаха и Хонгора. Я говорю: дойдут он? Да. Вопрос в тебе. Ты ли дойдешь? Я такой: я дойду. Вот и дал мне вот этих лошадей. Дугуйдана поддержал друг Мичил Неустроев. Путь от Аймекона до Новосибирска они прошли вместе, а дальше уже в Казани к Дугуйдану присоединился его сын Дархан. Мальчику всего 9, но половину жизни он на коне. Из Татарстана до Москвы вместе с отцом преодолел 700 километров. Хастах мне больше всего нравится. Почему? Он понимает, что на нем сидит мужчина, мальчик. А Хонгор не понимает. Что злишься? На сегодня семья Винокуровых набирается сил в санатории Бесчагда. Там им проведут полное обследование здоровья. Но, по словам главного врача, скорее всего, всадникам понадобится только отдых и сон. Дугуйдан и Дархан чувствуют себя отлично. В ближайшие 10 дней он у нас остановится, и у него будет возможность отдохнуть. И мне просто интересно, назад будет такой же маршрут. Ответ на этот вопрос Дугуйдан пока держит в секрете. В планах мелькает Петербург, а затем, возможно, и Европа. Очень много времени займет, наверное, по документам. Ну, посмотрим, если получится, дальше поеду. Если нет, то вернусь домой. Лошадей на машине или на самолете, как получится. А я сам буду вместе с лошадьми. Цель будет достигнута, когда они домой дойдут. То есть в родные края, в Аймекон. Сейчас путешественники готовятся к национальному празднику Исэх, который состоится в московском парке Коломенское 30 июля. Дугуйдан и Дархан станут хедлайнерами события. Приедет Мичил, я так понимаю, да, значит, приедет его семья, жена, дочка, родители. Я думаю, что они будут в центре внимания. Марферина Алексеева, Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Якутск, Москва. На этом наш выпуск подошел к концу, но мы с вами встретимся уже сегодня в 17 часов. До новых встреч в эфире!